2013 уехала с двумя своими девочками на заработки, опять-таки, в Новосибирск. Тогда я была здорова, я приехала, я сдала кровь, получила разрешение на работу. Я год проработала, но муж у меня остался здесь. Вот. И год я знала, что он пьет, что он гуляет. И я неоднократно его спрашивала, что не гуляешь ли ты там со всеми? Ты уверен, что ты не можешь заболеть или заразиться? Потому что он в прошлом бывший наркоман, он неоднократно сидел в зонах заключения, но он очень щепетильно относился к этому, был очень осторожным. Я родила двоих девочек здоровых, я постоянно обследовалась, я постоянно проверялась. Вот. И когда я приехала в 2014 году, в июле месяце, через год уже домой, вот, я пробыла 50 дней, через месяц мне почему-то стало плохо. У меня стала температура подниматься, и уже 3-4 дня мне стало тошнить. И первое то, что я подумала, что, может быть, я беременная опять. Тогда младшей было только 5 лет. Я перед отъездом обратно в Новосибирск, я сходила к гинекологу, УЗИ, мне сказали, никакой беременности. Я подумала, что это может быть просто воспаление, грипп там. И когда уже я приехала в Новосибирск, и когда мне сказали, я тогда уже поняла, что именно вот в этот момент я заразилась. Мне кажется, он даже не знал, что он был инфицирован. Потому что когда я уехала, в самые последние моменты, это перед моим приездом, апрель-май месяц 2014 года, это у него и выпивка, и гулянка, и наркотики, все вместе. И где он подцепил, он даже сам не знает. А вообще он умер от выпивки. Сильно он постоянно кассопил, просто не просыхая, и у него разорвалась печень. Я узнала в сентябре 2014. А при каких это было обстоятельствах? Я поехала работать в Новосибирск, Россию. Там я сразу сдала кровь, чтобы получить разрешение на работу. После первого раза мне сказали, что что-то не лады, надо еще раз сдавать. Через 10 дней я пошла еще раз сдала. Мне сказали, что 3-й раз надо сдавать, но тогда уже у меня были подозрения. Я стала бояться, что может быть такое произойти, потому что безобразный образ жизни моего мужа давал мне такую вот мысль, половой образ. И когда я пошла через, получается, почти 20 дней, вот, я приехала в спеццентр туда, было 2 врачей. Они позвали меня в кабинет и сказали, что у меня ВИЧ положительный. Я вышла, я не знаю, как я дошла до остановки, я рыдала. Моя близкая подруга, она жена пастора, я верующая христианка. И я ей позвонила, и я ей сказала, что мне только что сказали, что я ВИЧ положительный. Она мне сказала, давай ко мне. Я приехала к ней, я стала, да, это тоже в Новосибирске, я стала плакать. Слова, которые она мне сказала, немножко привели меня в чувство. Это не рак, и ты сейчас не умираешь. Но в тот момент я знала, что это страшная болезнь, что все, я теперь умирать буду, все равно. Хоть она мне и сказала, что это не рак, там ты будешь жить, так как не было грамотной информации об этом. Никогда я этим не интересовалась. Почему-то я считала, что это меня и вообще не коснется. У меня и в мыслях никогда не было. Я после подружки пришла домой, но до того, как я сдавала там несколько раз, мы с ней вместе работали в одном цеху, и она видела, как я сильно переживаю. Я перестала кушать, я перестала разговаривать, я постоянно плакала, и она один раз спросила: мам, что с тобой происходит? И я с ней села, поговорила и сказала вот так вот. И мой ребенок, ей было 17, она обняла меня и сказала: я тебя приму такой, даже такой больной, ты мне всегда будешь нужна, не переживай, я тебя не оставлю. И я ей сказала, просто зайди в интернет, у нее был телефон, почитай, чтобы ты просто не боялась. Вот, информацию, ту, которая нужна для тебя. В ноябре 2016 я попала на семинар 7-дневный в городе Алматы. Это проходило по ВИЧ и СПИД. Это были верующие люди, которые проводили. Вот. И там я получила всю необходимую информацию
артотерапию. Я очень тоже боялась про эти лекарства, потому что эти слухи все, что могут там заменить, что это очень вредно, что это все неправда, от того, что ты это принимаешь, ты намного хуже себе сделаешь. Ну, насчет родственников скажу, что у меня их очень мало, там по мужу я ни с кем не общаюсь, и знают 2 мои сестренки, они всегда меня поддерживают. Почти все мои знакомые друзья знают, знает вся моя церковь, куда я хожу. Бог, в которого я верю, Он всегда меня поддерживает. Мои молитвы, Он не услышан, и Он дает мне силы дальше жить. А психолог здесь, в госпитцентре, да, она мне очень помогла. Она меня научила принять эту болезнь. Но у меня есть проблемы по гинекологии, мне нужно делать операции. И были моменты, что я ходила по больницам, по поликлиникам здесь. И, конечно, реакция некоторых врачей потрясло. Это в Бишкеке, да. Даже швырнули мне мои бумаги после того, когда узнали, что я ВИЧ-инфицированная. Была даже частная клиника, куда я пошла, и мне прямо в лицо сказали: а вы знаете, у нас в Кыргызстане никто не возьмется вас оперировать. Я говорю, почему? Потому что боятся. Я ушла, я перестала ходить по больницам. Живу сейчас на обезболивающих. Большое количество обезболивающих пью. Эндометриоз, миома, там куча всего. При любой болезни, при любой операции они должны, и как мне... Когда я была на этом семинаре в Балмате, вот то, что я услышала там, что нету определенных отдельных перчаток для ВИЧ, когда оперируют ВИЧ-инфицированных, или определенно отдельной какой-то маски или чего-то. Это все одинаково. В Горспиде мне как бы дали направление в одну из городских гинекологических. Сейчас единственная эта проблема финансы. Там согласились, сам главврач. Это же идет же до сих пор, как чума 20 века, оно не поменялось. Выйди вот сейчас на улицу и скажи, что я ВИЧ-инфицирована, и увидите реакцию людей. Кто-то, может быть, вообще убежит. Я понимаю, что у людей нет той информации, которая сейчас есть у меня. Это нужно говорить, об этом нужно постоянно как бы информировать, доносить до людей, потому что никто не застрахован сейчас. У нас, так как мы азиаты, и положено половую связь входить только после замужества и вести половой образ жизни только с одним мужчиной, это да, я веду. Я об этом говорила и со старшей дочерью, и моя младшая, хоть ей 9 лет, она очень хорошо знает об этом. И она знает, что это неправильно, вступать там в половую связь до замужества.